Свердлов райондук сотунда жылуулук электропровод боюнча сот отуруму өтүп жаткан учурда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков сөз сүйлөп жатып ыйлап жиберди. Ал 2 саат сүйлөп болгонун түшүндүрүп айтып берди. Менин гана актабастан башкаларды актоону суранам, же болбосо мени калтырып башкаларды актоону өтүнөм. Мени камаш үчүн башкалар да камашты, ошондой эле автоунааны калтырууну суранам. Анткени менин 4 кызым бар, машина менен аялым кыздарымды бала бакчага жана мектепке алып барат, деди Сапар Исаков. Уважаемый председательствующий, уважаемые присутствующие, уважаемые представители средств массовой информации, дорогие кыргызстанцы, мое освобождение с должности премьер-министра, выражение вотума недоверия со стороны парламента, затем то, что очень быстро я попал в СИЗО ГКНБ, это месть со стороны президента за освобождение с должности Раима Матраимова. К сожалению, это горькая правда. И от этой горькой правды уже никуда не уйти. Я не знал, что ситуация дойдет именно до такого состояния, что мы к этому придем. Но я рад тому, что у кыргызстанцев начали открываться глаза. Потому что в самом начале мне не верили, говорили, что за это такое политическое. Вот когда, говорят, попадают высшие чиновники за решетку, начинают говорить про политику, что это политическое преследование и так далее. Но, к сожалению, это горькая правда. Это горькая правда. Я хотел бы сказать, что вот уважаемый, даже не хочу это слово говорить, Сооронбай Жээнбеков, он говорит, дайте факты, дайте факты. Вот в последнее время я смотрю, читаю, говорит, дайте факты. А как получилось так, что нас закрыли в СИЗО ГКНБ и 10 месяцев продержали, чтобы сделать уголовное дело, которое не состоялось в итоге? Как получилось? Как без фактов посадили в СИЗО и 10 месяцев держали? Это же наталкивает на определенные мысли. К большому сожалению, к очень большому сожалению, методом политической борьбы против своих оппонентов наш, скажем так, бывший соратник выбрал именно политические репрессии. К большому сожалению. Потому что это наносит очень большой вред нашей стране. Депутаты парламента, которые штабелями выстраивались у меня в приемной с определенными просьбами, меркантильными, каждый приходил с несколькими резюме, решал свои вопросы и так далее. Но, к большому сожалению, я увидел, что никому не было дела до страны. Это политический расклад, депутаты, надо было с ними работать. Я работал. Но в итоге я вижу очень большое лицемерие, которое сегодня есть. Я увидел, что сегодняшняя власть поощряет людей, которые лицемерят, врут и предают. Да, так получилось, и я этим горжусь. Я не предал людей, с которыми я работал, потому что не за что предавать. И людей, которые не предают, сажают в тюрьму. К большому сожалению, люди, которые находятся здесь, они сидят из-за меня здесь, потому что меня одного невозможно было по этому делу загнать. Но нам же нужно думать о стране, о будущем страны. Речь идет о двустороннем соглашении с Китайской Народной Республикой, где контроль велся руководством 2 стран. Неужели нельзя было выбрать какой-нибудь другой вопрос? Как говорят, был бы человек, статья найдется. Неужели мы вот такие, извиняюсь за выражение, недальновидные, что вы именно коснулись этого вопроса? Вы понимаете, что мы нанесли большой вред нашим двусторонним отношениям с Китаем? Пока, наверное, никто не понимает. Но пройдет время, все поймут это.
Я дипломат с большим стажем работы. В разных отраслях работал тоже. В экономике работал. Премьер-министром был, я это знаю очень хорошо. Хоть я, может быть, относительно молодой, но я увидел очень много в своей жизни. Очень много увидел. И мне очень обидно. Уважаемый председательствующий, уважаемые присутствующие, судебный процесс по модернизации ТЭЦ завершается. И я могу сказать, что это разбирательство стало настоящим позором для следователей ГКНБ и государственного обвинения. Настоящим позором. В каждом государственном органе, это все знают, присутствуют представители ГКНБ, ну, в таком важном государственном органе, там, где речь идет о деньгах, о внешней политике и так далее. Их внедряют. Но это в каждом государстве есть такое, в каждом государстве. И у нас есть это, в каждом госоргане это есть. Я хочу задать такой вопрос. Представители ГКНБ работали и в электрических станциях, и в Министерстве энергетики, и в Министерстве иностранных дел, и в аппарате президента, и правительства. Они сейчас есть везде. И всегда были, работали. Они бдят, это очень правильно, это нужно для страны, бдят за тем, как идет работа в госорганах. Не нарушаются ли, не наносится ли вред национальным интересам стране, Кыргызстану и так далее. Я хочу, на мои совещания по подготовке визитов председателя Си Цзиньпиня в 2013 году приходили зампредседатели ГКНБ, посмотрите по протоколу. Слушайте, а почему тогда не задавали вопросы, которые сейчас поднимаются? Почему тогда в электрических станциях, в других местах сотрудники ГКНБ это все не поднимали? Не сигнализировали, если, как вот сейчас нам предъявляют, была коррупция. Почему? Ответ очень простой, потому что этой коррупции не было. Потому что это, к большому сожалению, политически мотивированное дело, которое высосано из пальцев и которое развалилось в итоге. На протяжении более чем 9 месяцев следователи государственного обвинения рассказывали, они рассказали тут сказки, совершенно не подкрепленные материалами уголовного дела. Не буду повторять все, что уже говорил в своих показаниях на процессе. Отмечу несколько ключевых моментов. Нас, сидящих на скамье подсудимых, следствие попыталось объединить в преступную группу, но не привело никаких документальных оснований для свидетельских показаний о том, что эта группа когда-либо существовала, что мы имели общий преступный замысел, распределяли заранее роли, это что между нами существовала устойчивая противоправная связь и так далее. Вот из нас сделали банду, и руководителем банды, оказывается, был я. Я просто еще раз хочу повторить. Вот Кыргызстан маленькая страна, и кыргызстанцы знают, во всяком случае, публичных людей, не знают Жантөрө Сатыбалдиева. Попробуй к нему подойди и скажи, сделай вот так. Он скажет, иди к черту. Или вот вы увидели Назарова. Принципиальный человек, с характером. Этих доказательств просто нет. Есть лишь голословные утверждения. Напомню, я лично с некоторыми из подсудимых познакомился только во время следствия, о чем уже говорил. Не буду повторять. В автозаке познакомились, когда ехали в суд на меру пресечения. Еще раз повторю, эти люди попали за решетку из-за меня. Потому что по делу отдельно меня невозможно посадить. Надо сделать мафию какую-то. И сделали мафию. Вот, Жантөрө Сатыбалдиева, который за внука нянчил, дома сидел. В политику не лез. Для регионального баланса посадили. Сейчас, может быть, не верите вы мне. Придет время, все это выйдет наружу. Чтобы не было возмущения с севера страны,
надо было такого же равноценного премьера посадить, бывшего. Ел мұның барын білет уақытсы келгенде. Далее нас обвинили в коррупции, но так и не смогли внятно объяснить, кто именно нас коррумпировал, когда и при каких обстоятельствах. Напомню, определение коррупции из Уголовного кодекса – это умышленное деяние, состоящее в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставления ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающим угрозу интересам общества или государства. Вот здесь сидим мы, должностные лица, вот. За исключением некоторых, тут не все должностные лица. Тоже нонсенс. Но с какими лицами или группировками вне государственного аппарата мы были связаны? И где доказательства этой вины? В материалах дела говорится, что я создал устойчивую связь с компанией ТБ, с представителями. Нет ни одного доказательства, ни одного показания по этому поводу. Ни одного показания, ни одного, даже маленького. Потому что я не общался ни с кем из них. Хотя из-за того, что там человек имеет контакт с представителем компании, в этом ничего противозаконного нету. Но тем не менее, не общался я. А тут все равно написали. Следствие не ответило на мой вопрос. Напомню, что с представителями ТБ, как я сказал, ни разу не встречался в жизни. О чем здесь говорил. И никто не опроверг мои слова. Наконец, коррупция предполагает существование некой материальной заинтересованности. В чем она у меня могла быть, материальная заинтересованность? В чем? Как говорится, нет худа без добра. Я благодарен Всевышнему из-за того, что вот в этой части, тщательно и многократно проверив имущественное положение меня лично, моей семьи и близких, следствие не нашло никаких признаков того, что я получал когда-либо незаконное вознаграждение ни по ТЭЦ, ни по каким-либо иным вопросам. Это показали всему народу Кыргызстана. И это хорошо. Куда я шүгір? Слава Богу. Все проверили. В материалах дела идет запрос во все международные банки, идет проверка по всем банкам в Кыргызстане, по всем родственникам, друзьям и так далее. Куда я шүгір? Проверили все. Следовательно, о коррупции не может идти речи. Это всего лишь фантазии следствия. Не было ли в моих действиях превышения должностных полномочий? Их не было также. Я действовал по прямому поручению президента в рамках законодательства страны, в рамках законов, подзаконных актов, положений, утвержденных соответствующими актами. И это я доказал в суде. Потому что я всегда соблюдал закон. Это для меня принципиально. Я вырос в семье госслужащего. Я никого не лоббировал. Никогда. Потому что те люди, которые меня хорошо знают, кто со мной работал, они это подтвердят. Никогда. Я всегда работал в интересах страны. Меня пытаются обвинить за фразу, которую я написал в документе. Предлагаю действовать, исходя из имеющихся реальных предложений. А что? Я должен был написать: предлагаю исходить из несуществующих предложений. Несмотря на то, что эту записку подготовил отдел экономики, но я ее тоже подписал, я являюсь соавтором. И я, когда подписываю любой документ, я тоже несу за него ответственность. Поэтому я говорю о том, что этот документ, когда придет время, о нем еще будут много говорить. В позитивном смысле.
Просто время сейчас такое, к сожалению. Так получилось. Политическая ситуация такая. Леке каршы. В этом случае мы никогда бы не провели реконструкцию ТЭЦ. По крайней мере, до нынешнего момента она бы точно не состоялась. А с тем учетом, что сегодня государственные служащие, потому что мне приходят сигналы, я же сколько лет работал на госслужбе, от разных людей, профессионалов, ребят, госслужащих. Многие ходят из министерств и ведомств. И многие уже боятся подписывать какие-либо документы и выступать с какими-либо предложениями, инициативами. Вы знаете, что это происходит сегодня? Это страшно. Ваша честь, мы сейчас сидим в теплом отапливаемом зале, в здании, где есть электрическое освещение. Постоянно открываем, закрываем окна, потому что жарко. Это значит, ТЭЦ хорошо работает. И электричество вырабатывается. На севере нет отключений, пока. Но, к сожалению, скоро начнутся. Это я соответственно заявляю. К сожалению. Потому что маловодный цикл. И мощностей уже не хватает. Это не пустые слова, я как бывший премьер вам это заявляю. Потому что я знаю ситуацию в стране. Но все могло быть иначе. Старая ТЭЦ, как говорится, дышала на ладан. Авария могла на ней случиться в любой момент. И гораздо более страшная, чем то, что было зимой. Вы знаете, какого года. И эта авария случилась на старой части ТЭЦ. Уже все об этом знают. А помните, как все это начиналось? Говорили, вот на новой ТЭЦ это случилась авария, вот они виноваты, сволочи и так далее. Но, видите, истина-то она приходит, народ узнает правду. Авария случилась на старой ТЭЦ. И тогда замерз бы весь город, вышли бы из строя все теплосети, которые пришлось бы менять, ломая дорожное покрытие на половине городских улиц. Вы представляете, что было бы? Это как после бомбежки. А судьи в этом зале сидели бы при свечах, как и весь город. Как уже говорилось в этом зале, реконструкцию требовалось начинать безотлагательно. Безотлагательно. Буквально каждый месяц промедления увеличивал потенциальные риски. В итоге-то мы, оказывается, были правы, что сделали эту реконструкцию. Я горжусь этим. Авария из-за плохой подготовки к ТЭЦ, к отопительному сезону и неправильных действий ее работников произошла в старой части станции. И была, можно сказать, неизбежна без всякой реконструкции. Как говорится, где тонко, там и рвется. Но энергетики 2 года назад запустили новые блоки ТЭЦ. И город мерз всего несколько дней. Аварию быстро ликвидировали. Что было бы, если бы новые блоки не построили? Страшно себе даже представить, что было бы. Страшно. Потому что в те дни я с ребятами из правительства, министерств и ведомств, мы ночами не спали, ходили, раздавали одеяла в детские дома, больницы и так далее. Я могу сказать, я горжусь тем, что принимал участие в такой крайне нужном и важном для страны дело, как модернизация ТЭЦ Бишкека. Можно ли было сделать на более выгодных для Кыргызстана условиях? На тот момент однозначно нет. И сегодня тоже. И сегодня тоже. Я очень коротко, буквально в течение 5 минут остановлюсь. Я еще горжусь тем, что мы реализовали ряд других проектов. Я горжусь тем, что с 2011 по 2017 год мы увеличили ВВП в 2 раза. С 212 миллиардов сомов до 493 миллиарда сомов. Тем самым снизили порог внешнего долга. Вернее, внешний долг снизили. Я горд тем, что мы привлекли в страну в общей сложности. Не буду все повторять. Очень коротко. Привлекли в страну более 4 миллиардов долларов кредитов, грантов. Больше всего из них грантов. 3,5 миллиарда. Включая ПГИ и все остальное. Это больше и списание внешнего долга. 550 миллионов долларов.
это больше, чем весь внешний долг страны, накопленный за 27 лет. Почему об этом не говорят? Говорят только самое плохое. Я горжусь тем, что мы презентовали миру всемирный игры кочевников. Я горжусь тем, что мы построили ипподром, не имеющий аналогов в СНГ. Что у нас шикарный музей, отвечающий современным требованиям. Я горжусь тем, что мы полностью отработали клинику для людей с раковыми заболеваниями. Полностью под современные западные стандарты. Я горжусь тем, что мы привлекли туда финансовые средства для покупки 2-линейных ускорителей. Я горжусь тем, что мы начали, я смог убедить президента в 2016 году, и мы начали резкий стартап цифровизации нашей страны, которым сейчас пользуется руководство страны, который мы назвали Тазаком. И чтобы не упоминать наше имя, они убрали это имя, Тазаком, и написали Санарептештрю. Или на русском, как они сейчас говорят, сифиризация. Сифиризация. Следствие опять-таки рассказывает сказки, будто существовало альтернативное предложение от Всемирного банка. Но где в документах дела конкретное деловое предложение от этой структуры с точным указанием суммы и описанием, что именно и какие работы за эти деньги сделает инвестор, какое оборудование поставит? Его нет в деле. Потому что такого документа никогда не существовало в природе. И, следовательно, все рассуждения в духе, а вот если бы, да как бы, не стоят ломаного сома, ломаного гроша. В 2013 году было всего лишь 2 реальных предложения. От России и от Китая. От Китая. Россию, давайте... Значит, много я не буду на этом останавливаться, потому что цена была 518 миллионов долларов. И тогда бремя плюс ложилось бы на потребителей, конечно. Пришлось бы увеличивать тарифы как минимум в 4 раза, что недопустимо. Теперь давайте про китайские компании, очень коротко. Слушайте, мы же очень сильно хотели, чтобы... компания, она отработала этот проект очень добросовестно, за максимально низкую цену. И такое поручение дается участниками совещания у меня 7 июня, в котором говорится максимально снизить цену 7 июня. Участники совещания принимают, представители министерств, ведомств и так далее. И тогда были предприняты действия, связанные с тем, чтобы и цену снизить, и отработать с китайской стороной компанию, которую, значит, она предлагает. Потому что все в Кыргызстане уже знают, что эту компанию отобрало правительство Китайской Народной Республики, потому что у них такие процедуры. Кто дает деньги, тот и заказывает музыку. В данном случае Китайская Народная Республика такие правила применяет ко всем странам, реципиентам, скажем так, которым дает в долг. И эти условия абсолютно одинаковые. Абсолютно. Они никому не дают поблажки. Ваша честь, я думаю, вы это поняли в ходе судебного заседания. Об этом свидетельствует 7 нот, поступивших от китайской стороны. Об этом свидетельствует их официальное заявление в средствах массовой информации, что очень крайне редко происходит от Китайской Народной Республики. И как нам тогда было поступить? Теперь, что самое страшное, почему я всегда говорю, мои коллеги здесь говорили, что происходит, что вы делаете? Да потому что, поскольку это был полностью
в соответствии с этой нотой китайская сторона в нескольких нотах выражала разные, значит, свои позиции, но они говорили о том, что это их ответственность, компания. Теперь получается, что мы обвиняем в коррупцию соседнюю страну? В дипломатии это вот такой намек идет, понимаете, Ваша честь? Мне приходится открыто говорить, потому что по-другому нельзя. Здесь коллеги намеками говорили. Я дипломат, конечно, тоже должен говорить намеками, но мне сейчас уже не до намеков. Судьба моя решается. И вот как подтвердили коллеги здесь, именно реальное предложение поступило от тебе. Если бы мы лоббировали бы компанию тебе и были бы заинтересованы в получении каких-то выгод, разве мы не направляли бы китайской стороне каждый раз, если какие-то поступают нюансы, возникают, и говорили бы, настаивали, ну-ка давайте еще раз уточните, что происходит, еще раз выясните. Разве Жантор Жылдошевич, если бы был заинтересован в этом, он бы, как бы он выбил бы 20 миллионов, ему бы сказали бы, слушай, уважаемый премьер-министр, если ты у нас взял деньги, ты зачем требуешь это? Наверное, так было бы. Логики нету. Как я уже говорил, ссылаясь на документы, переговоры о возможной реконструкции ТЭЦ, до нас велись минимум 15 лет. Здесь все подтвердили это. 15 лет велись эти переговоры. Мы могли бы вести их еще 15 лет. Только ТЭЦ, как мы все понимаем уже, этого бы не выдержало. Слушайте, нужно думать о стране, о народе, который живет в этой стране. 1 200 000 человек живет сейчас в Бишкеке. 1 200 000 человек. Это львиная доля населения Кыргызстана. С учетом того, что многие за рубежом, мигранты. И именно ТЭЦ города Бишкек спасает север Кыргызстана по обеспечению электроэнергии. Именно ТЭЦ. Мы сегодня узнали, к большому сожалению, я сегодня узнал, оказывается, внесли изменения в закон об электроэнергетике, что, значит, теперь нету такого, что свыше 30 мегаватт не должно проводиться тендера. Я вам скажу другое. Никто деньги на дальше строительство ТЭЦ не даст. Даст только Китай. И то, если, я не знаю, как дальше будет. А когда Китай дает деньги, они скажут, наша компания будет работать. Как? Что, будете опять изменения в закон носить, что ли? Вообще странные вещи, честно. Управляющая страной команда предпочли сработать на результат в те годы. На результат. Свои обязательства китайская сторона выполнила в срок и качественно, как это мы видим. ТЭЦ работает сегодня. Мы пользуемся этим ТЭЦ. Вырабатывает электроэнергию, тепло. Нареканий нету. Если Генеральная прокуратура полагает, что работы по контракту были выполнены некачественно или не в полном объеме, то пусть привлекает к ответственности то правительство, при котором ТЭЦ приняли в эксплуатацию. Его, как известно, возглавлял тогда Сооронбай Жээнбеков. 1,5 года возглавлял правительство до принятия ТЭЦ к эксплуатации. 1,5 года. Однако же этого не делается. Значит, китайцы свою работу выполнили. Никто не отменил, как этот документ называется, о приемке? Госакт. Никто не отменил Госакт. В Госакте четко прописывается 300 мегаватт электроэнергии, 300 гигакалорий тепла выдерживает полностью, что задано параметрами. Стоимость четко определена. Мой адвокат Учкун Каримов сказал, что эти финансовые средства вошли уже, и по ним уже выпущены акции. Это наш баланс. Его посадили на баланс, на эту цену. Никто его не отменял и не отменит. Кроме того, в ходе судебного разбирательства мы много говорили о стоимости модернизации ТЭЦ.
много говорили. Это самый главный вопрос. Теперь давайте зададим такой очень простой вопрос себе. Где в Центральной Азии построена ТЭЦ дешевле, чем в городе Бишкек? Нигде. И это мы показали и доказали в процессе. Пусть мои оппоненты, которые там сидят в соцсетях и так далее, пусть они найдут ТЭЦ дешевле построенная в регионе. А с учетом вот вышеизложенного, нам еще ущерб 111 миллионов долларов сюда выставляют, который не утвержден соответствующим госорганом. Без утверждения они вам внесли 20 декабря. Это нонсенс. Ну, сегодня это нормально. Потому что сегодня время такое, к сожалению. Вот с такими, с позволения сказать, доказательствами и утверждениями гособвинение выступило на процессе. Повторюсь, это позор для нашей следственной системы. Будет ли приговор суда позором для системы судебной? Очень хочется надеяться, что нет. Я сильно на это надеюсь, Ваша честь. Но то, как велось разбирательство, не оставляет большого пространства для надежд. При возможном изменении политической ситуации в стране, к большому сожалению, Ваша честь, все отскочат. Именно вы будете отвечать за принятое решение. К большому сожалению. Практика это показывает. Они трусы просто отскочат, скажут, мы ничего не говорили, ничего не делали. Поэтому на ваши хрупкие плечи все сейчас вешается, что несправедливо. Вообще, это удивительно, что вот это дело дошло до суда. Удивительно, это нонсенс какой-то. По всем каналам обливает нас грязью. Джугундугуйотат, башвыздан бутуз качели. Это же неправильно. Ничего. В суде так и не заслушали по причине сопротивления и саботажа гособвинения двух ключевых свидетелей. Это Макелек, бывший представитель Тибея в Бишкеке, и Хафизов. На расчетах Хафизова строится вся версия следствия о нанесенном якобы ущербе, на который ссылаются все остальные эксперты по делу. Конечно же, это не случайно. Их показания подорвали бы версию обвинения, и именно поэтому их не стали заслушивать. По Макелеку, вспомните мои слова, по Макелеку уголовное дело будет прекращено. Почему? Потому что наш великий сосед Китай, он сказал, не впутывайте нас, Китай и наши компании в ваши политические разборки. И не трогайте нашего руководителя компании. Именно поэтому Макелека вытащили из СИЗО ГКНБ. Вот причина. Я в этом уверен на 100%. Придет время, люди, вспомнят то, что я сейчас говорил. Все печатается, записывается. Так и будет. Но правильно, потому что и китайская сторона, представители китайской компании, они ни в чем не виноваты. Они выполнили свою работу добросовестно. И люди, которые здесь сидят, тоже ни в чем не виноваты. Скажите, чем отличаются соглашения, которые были приняты до модернизации ТЭЦ? Ничем, только одним. Что оказалось, финансовые средства, которые мы получили, немного льготнее, чем получали до этого. Все, больше ничем не отличается. Тогда что вы дальше сделаете после решения суда? Отмените все соглашения, по которым были построены дороги, электролинии и все остальное. Слушайте, как так получается, что сегодняшняя власть доверила полностью, все отдала на отмах правоохранительным органам, а они берут и молотком все, крушат все подряд, направо-налево, не разбираясь. Разве может быть такое? Страну отдать на отмах правоохранительным органам? Им только дай возможность. Я хочу, чтобы услышал меня Джеймбеков. Может быть, он не знает каких-то вещей. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я неправильно на него наезжаю. Может, его
Обманывают. Поэтому я хочу, чтобы он меня услышал. В течение последних лет мы же занимались только двумя основными вещами. Правительство, аппарат президента во главе с президентом, министерство, ведомство. Две главные вещи были. Обеспечить энергетическую и транспортную безопасность и независимость. А помните, как в южных регионах страны, чтобы из одного аиля попасть в другой, люди проезжали много километров через территории других стран. А сейчас как? Сейчас совсем по-другому. Какие дороги шикарные. Мы же должны это помнить все. Я заканчиваю, немножко осталось. Не буду повторять доводы защиты о том, что теперь вот по Хафизову. Слушайте, Хафизова не допустили, потому что он здесь должен был говорить только правду. Потому что в противном случае, если выявится, что если он говорит ложь, привлекают к ответственности. Поэтому он не пришел. Все точки приходят к нему, к Хафизову. Но запомните мои слова, придет время, и Хафизов даст полный расклад, что как было. Полный расклад. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. Дай Бог. Не буду повторять доводы защиты о том, что так называемые экспертизы в деле не являются объективными, содержат многочисленные ошибки и не могут быть приняты судом в качестве доказательства. Одна из так называемых экспертов сообщила здесь, что применила уникальную методику расчетов, которую до нее не применял никто в мире, и использовала нормативные документы, не имплементированные в Кыргызской республике. Мы все это прекрасно помним. И мы получили соответствующее письмо официальное из госстандарта, да? Госстандарта. Они четко подтверждают, что методика российская, она не прошла имплементацию в госстандарте. Слушайте, неужели мы до этого дошли? Мы же независимая страна, суверенная. Неужели даже когда сфабриковывались эти дела, неужели нельзя было сбегать и узаконить эту методику? А причина в одном здесь, потому что времени не было, подгоняли следователи, быстро закончить. 10 месяцев уже прошло, 10 месяцев. Факты. Раима Миллиона больше года, миллиарда уже, сейчас его миллиард называют. Раима Миллиарда больше года просят факты, не хватает фактов. А нас закрывают в тюрьму и 10 месяцев расследуют уголовное дело. Факты. Следующие эксперты под страхом возможного уголовного преследования вынуждены были поддержать линию обвинения, чтобы не повторить судьбу предшественников. Это правда. Первых экспертов, которые сделали здесь, дали экспертизу, их быстро, оформили. То есть посадили в СИЗО, быстро осуществили судебный процесс и вынесли судебное решение по ним. Все. И меня сегодня большое спасибо стороне обвинения. Они, когда выступая, раскрыли некоторые, не знаю, это правда или нет, детали закрытого процесса по экспертам. Но я думаю, придет время, это все рассекретят. И эти же эксперты, дай Бог им здоровья, долгих лет жизни, люди, которые были привлечены, они тоже расскажут, как что было. Оправдаются. Дай Бог. При этом сами экспертизы назначались с грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса, с нарушением прав подследственных. Но однако же суд отказался исключить эти липовые экспертизы из материалов дела, что очень показательно. Есть подозрение, что приговор по нашему делу уже написан, и написан не в суде, а в Белом доме. Я не сомневаюсь, что приговор будет. Любой приговор, он жестокий, кроме оправдательного. Это чистая политика
Юриспруденция тут даже рядом не стояла. Я внутренне готов к этому. Но хотел бы заметить еще вот что. Решение по реконструкции ТЭЦ принималось консенсусом всей властной элиты. Это все знают. Весь народ знает. То есть президентом страны, парламентом, правительством, который прошел в 3 чтениях, он ратифицирован, вступил в установленном порядке в силу. И при проведении процедур определенных, значит, например, аппарат президента работал по исполнению плана мероприятий, отрабатывал, контролировал все процессы, там, где что делается, докладывал президенту. Правительство выпускало подзаконные акты и так далее, другие, которые необходимо было. Парламент рассматривал в комитетах, 3 комитета. Спикер парламента, тогдашний Асылбек Джеймбеков, ставил его на голосование. И кроме того, в материалах дела содержатся документы, по которым он запрашивал, ТЭО запрашивал, другие документы запрашивал. Ему передавали документами, тоже официальными. То есть они все работали. И было вынесено рассмотреть в 3 чтениях одновременно спикером Асылбеком Джеймбековым. Депутаты поддержали его, большинство, львиная доля. 3 председателя комитета вынесли решение положительное. Фракции поддержали. И вот Ходжибек Рыспаев, который списал некоторые замечания министерства, вставил, Ханыбек Иманалиев даже убрал все эти замечания и отправил Жантуре Сатыбалдиеву решение свое, в котором сказал: все, мы поддержали. Чтобы вы знали, процедурно со всех комитетов приходит в итоге международный комитет, и международный комитет принимает окончательное решение ваше. Вы знаете об этом. Он же без замечаний вынес. И теперь как получается? Значит, некоторые люди, которых надо привлечь, значит, привлекают, а остальные... И еще, слушайте, это же цинизм, когда депутатов, которые здесь, которые выносили решения по одобрению этих проектов, еще привлекают в качестве свидетеля обвинения. Это цинизм. И еще дает здесь неправдивые показания, которые вы увидели. Я доказал вам. Неправдивые показания, абсолютно. Говорит, вот ТЭЦ построили в Австралии. По такой-то цене это дешевле. Ему говорят: ай, Байке, Австралия, там климат другой, там ТЭЦ не строится. Он говорит: наверное, другая страна. Слушайте, ну так можно разве? Судьбы людей здесь решаются. Но я уверен, что несправедливый приговор по делу ТЭЦ не продержится долго. Пройдет всего некоторое время, и политически мотивированное решение будет отменено. А те, кто его продавливал, кто саботировал установление истины по делу, понесут заслуженную суровую ответственность. Я в это глубоко верю. Глубоко верю. Я за это буду бороться. Этот судебный процесс уже нанес много вреда Кыргызстану, отбив охоту у чиновников брать на себя любую ответственность. И неудивительно, что новая власть за 2 года не то чтобы начала какие-либо крупные, важные для Кыргызстана проекты, но даже не определила, какие проекты готовы осуществить. Те же проекты, которые мы внесли в национальную стратегию устойчивого развития. Где новые проекты? Где первые шаги? Тактагулку рекламируют. Тактагулка, в 2013 году мы принимали решение, подписывали. Все процедуры Айбек Калиев завершил. Это стыдно. Чужие какие-то вещи. Я до сих пор помню, я тогда был руководителем аппарата президента. Когда Калиев пришел к президенту и попросил там церемонию на Тактагулке произвести. Я тогда помню, что сказал Атамбаев. Он сказал: «Мене мечтедим». Я уже отработал свое. Давайте Сооронбай Шариповича отправим. Он съездил, открыл с помпой. Слушайте, то, что он открыл,
Это хорошо, да, он был премьер-министром тогда. Но это же не говорит о том, что реформы начаты сейчас при президентстве. Нельзя так лгать. Это нескромно. Мне лично нечего стыдиться перед народом Кыргызстана. Менин жүзім ачык. Данный судебный процесс доказал, что это именно доказал мою невиновность. Правда все равно победит. Я благодарен всем кыргызстанцам, которые верят в мою невиновность. Я вас не подведу. Я очень упрямый человек и сильный духом. Я буду бороться. Спасибо. Уважаемый суд, уважаемые участники этого судебного заседания, пресса, кто нас слушает, мне очень тяжело здесь находиться в связи с тем, что я причастен к этому делу, где нас обвиняют в коррупции. Вот получилось так, что я вышел на работу 27 мая, и на следующий день я получил служебную записку. Вот получилось так, вот понимаете. И сегодняшние дела, которые обсуждаются здесь, именно вот связано с этой служебной запиской. Вот сейчас думаю, была бы, видите, не повезло, хотя бы на неделю я попозже вышел на работу, я бы не был бы участником. Но судьба есть судьба. Она предписана. Значит, так было